Вопросы внешней и внутренней политики, проблемы экономики, энергетической сферы, ситуация на государственной границе Абхазии в центре внимания журналистов. Экономические показатели первого полугодия 2018 года выполнены на 90%, отметил Рауль Хаджимба, открывая пресс-конференцию. Если говорить о том объеме, который нами планировался, это 5 миллиардов 209 миллионов, это собственных возможностей. Я все время опираюсь именно на собственные возможности, потому что для нас это важное направление. Если мы не будем заниматься проблемами роста своих собственных возможностей, какая бы ни была финансовая помощь, она будет только способствовать на короткий период времени. Поэтому те объемы возможностей, которые мы создаем, позволяют говорить о том, что идет процесс нарастания. Планы тех же налоговых поступлений выросли на 102%. Рауль Хаджимба считает необходимым легализовать ввоз товаров из Грузии. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры и материально-технической базы на КПП «Ингур». Исходя из того, что происходит на границе по реке Ингур, во взаимоотношениях с Грузией, а они есть, незаконные взаимоотношения, тот или иной товар, который перемещается на нашу сторону, создает условия демпинга на нашем рынке. Практически наши продукты становятся неконкурентоспособными, потому что по цене и по себестоимости товары, перевозимые из Грузии, становятся дешевле, потому что они не проходят никаких процедур, которые должны быть, как в нормальном государстве, на границе проводимыми. И я думаю, что другого просто выхода нет. Это этап, конечно, сложный, но он должен быть реализован. Все товары, проходимые с территории Грузии, должны быть фиксируемыми. Журналистов интересовало, как в Абхазии решается вопрос обеспечения электроэнергии в 2019 году, когда единственный источник питания «Ингургэс» будет на ремонте. Как сообщил Рауль Хаджимба, ремонт гидроэлектростанции перенесен, но проблема не снята, так как если возникнет необходимость получать электричество из России, техническое состояние энергосистемы республики может не выдержать таких нагрузок. Так или иначе, станция «Ингургэс» требует соответствующих усилий. Но, насколько мне известно, в 2019 году не будет этих работ. Это не говорит о том, что мы должны сидеть сложа руки. Нам думать нужно о перетоках и тех линиях, которые могут выдержать эти перетоки. У нас и сегодня практически те перетоки, которые организуются из России, доводятся только до Сухума. Вся остальная часть Абхазии использует ту оставшуюся возможность «Ингургэс». Поэтому нам надо продумать возможность работы по линии 220. Вопрос статуса Сухумгэса также должен быть решен в ближайшее время. Необходимо установить приемлемую форму взаимоотношений между Черноморэнерго и самой станцией, подчеркнул Рауль Хаджимба. Практически те работы, которые были необходимы для того, чтобы эту станцию запустить, сделаны. Сейчас, насколько мне известно, и мы этим занимались и до этого, вопрос взаимоотношений между Черноморэнерго и самой станцией. Я считаю, что нужно передавать эту станцию. Впервые, может быть, это создаст условия для того, чтобы иметь некую дополнительную возможность в мегаваттах, которые позволят нам так или иначе подключаться в экстраординарных таких случаях к этой станции. В свое время Сухумгэс подпитывал город Сухум, потом он уже не в полном объеме, но использовать эти возможности нужно. Глава государства также ответил на вопросы о конституционной реформе, о ходе инвестпрограммы, о реформе в банковской сфере. Рауль Хаджимба более подробно рассказал о своей недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также вновь прокомментировал недавнюю отставку вице-президента Виталия Габния. Около 2 часов президент отвечал на вопросы журналистов.